Почему Генпрокуратура Таджикистана возбудила дело против военных и граждан Кыргызстана? По чьей вине мальчик из Баткена не дожил до своего 5-летия? Действительно ли в стране участились случаи мошенничества? Все ответы в нашем блоге. Кстати. Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело против группы военнослужащих и граждан Кыргызстана, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Республики Таджикистан. Дело возбуждено по статьям 395 «Развязывание или ведение агрессивной войны» и 104 «Убийство двух или более лиц, в том числе в связи с осуществлением ими служебной деятельности» Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Сегодня, когда мы обсудили вопрос, достигнутый принципиальные согласия на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на киргизской, таджикской земле. Я думаю, я убежден, что мы это делать можем. Даст Бог, наступит полная тишина, мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах. Поэтому мы очень надеемся, что те принятые решения, которые нами были отмечены в этом протоколе, будут выполняться. Дело завели еще 29 апреля, но известно об этом стало только сегодня. Генпрокуратура соседней республики утверждает, что в конфликте виновата кыргызская сторона, которая совершила вооруженное нападение. В селе Арка во время конфликта погиб 5-летний Абидин Турсумбаев. Пользовательница сети Барчин Аманова написала, что вечером 29 апреля, услышав взрывы, жители села Арка побежали в сторону гор. Одна из женщин побежала с 2 детьми. Когда толпа подбежала к каналу Фергана, произошел взрыв, в результате которого ребенок упал. Тело мальчика в воде обнаружили жители. По словам Амановой, 1 июня мальчику исполнилось бы 5 лет. Будьте бдительны. В связи с последними событиями в стране участились случаи мошенничества. Деньги собирают в социальных сетях, на улицах и возле рынков. Доверяйте свои финансы только проверенным фондам и организациям. Только тогда будет гарантия, что они пойдут на помощь пострадавшим. Напоминаем адреса и контактные данные нескольких штабов Бишкека. Во Дворце спорта организован штаб добра «Помощь Баткену». Координатором штаба назначен заместитель заведующего отделом организационной, инспекторной и контрольной работы аппарата правительства Атай Алманбетов. Открыт специальный счет Министерства чрезвычайной ситуации Кыргызской республики. Банк-поручатель Центральное казначейство Министерства экономики и финансов Кыргызской республики. Также открыт счет штаба мэрии Бишкека. В каждом акимиате столицы формируются районные штабы, где будут созданы площадки для сбора гуманитарной и другой помощи. Сбор проходит в течение дня. Не остаются в стороне общественные фонды. Фонд «Умытблагы» под руководством первой леди Айгуль Джапаровой приступила к раздаче гуманитарной помощи. На сегодняшний день Баткену нужна помощь. Нужна помощь тем, кто остался без жилья, без продуктов, лекарств. Помогите, чем сможете. Всем мира и добра.